Увеличивают производство и расширяют рынки сбыта. 15 предприятий Северной Осетии осуществляют экспорт продукции за рубеж. В основном это стройматериалы, древесина, изделия из ткани и воды. В этом году в списке еще 4 компании. Продукцию планируется поставлять в Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Сейчас ведется подготовка бизнес-миссии в эти страны, полностью сопровождает весь процесс вплоть до предоставления переводчиков в Центр «Мой бизнес». А мой коллега Георгий Запаров побывал на предприятиях, которые уже вышли на экспорт и могут поделиться опытом сотрудничества. В бетон добавляется эта добавка, 2% от веса цемента всего лишь. И все, у вас бетон становится абсолютно водонепроницаемым. И никаких расходов на гидроизоляцию. А еще инновационная добавка к цементу D5 повышает прочность самого бетона. Научно-производственное предприятие «Токар» на рынке 22 года. Уникальный продукт разработали в 2005-м. Через год запустили в производство. Добавку постоянно улучшали, пока не довели до мировых стандартов. По цене и качеству осетинский продукт опережает конкурентов. При возведении подземных частей зданий, идет хорошая экономия. Во-первых, подземная часть здания обходится дешевле, чем если бы мы делали бетон обычный с гидроизоляцией. Так? Во-вторых, сроки строительства сокращаются, потому что этих работ уже не надо проводить. И самое главное, что вы получаете надежную гидроизоляцию. То есть на весь срок службы бетона у вас гидроизоляция обеспечена. Сейчас продукция предприятия представлена во всех регионах страны. Но преимущества добавки оценили и за рубежом. На международный рынок компания вышла в 2017-м. На одной из бизнес-выставок разработкой заинтересовались строители из Южной Кореи. Подробно обо всем расспросили, а позже прилетели в Владикавказ. Своими глазами увидели производство и заключили многолетний контракт на поставку. Еще одна интересная страна – это Новая Зеландия. Можно сказать, они покупают добавку нашу и везут ее через полмира, на другой край земли. И все равно им выгоднее брать нашу, чем рядом, там рядом и Китай, и Япония, Америка. А еще продукцию отправляют в Казахстан и Грузию. Несмотря на обширную географию сбыта, руководство считает своим главным проектом строительство деривационного тоннеля Зарамакской ГЭС. Его возводили с использованием добавки D5. На международный рынок вышла еще одна осетинская компания – Просторос. 4 года назад начали производить соус нартов. Продукцию экспортируют в Германию. Сегодня в производстве целая линейка продуктов – фруктово-ягодная, соусная и овощная консервация. И все из натуральных продуктов. Также предприятие заключило контракт на поставку с Беларусью. Но из-за пандемии коронавируса экспорт пришлось отложить. Свою продукцию компания представит на предстоящей бизнес-сессии в Дубае. Запрос по Дубаям идет направление джемов, варенья и джемов. То есть наша фруктово-ягодная консервация. Естественно, по пути мы попробуем также установить контакт и в плане нашей консервации овощной. Ну и в дальнейшем, естественно, от всего этого мы ждем плодотворных контрактов. На бизнес-сессиях в Арабских Эмиратах и Казахстане Северную Осетию представят 9 компаний. Продукция самая разнообразная. Питьевая вода и безалкогольные напитки, средства дезинфекции, настенные обогреватели, бытовая химия. По словам бизнесменов, в помощь компаниям оказал Центр поддержки экспорта Республиканского фонда поддержки предпринимательства. Продукция предприятия уже образцы в Дубаях. Наши партнеры прорабатывают холодные контакты с дубайской стороной, то есть предприятиями, которые заинтересованы в получении их продукции. Сейчас с ними ведутся переговоры для того, чтобы наши предприятия, уже потенциальные заинтересанты, которые готовы приобретать их продукцию, поехали и провели там переговоры. Также фонд подготовил для иностранных покупателей коммерческие предложения и презентационные материалы. Создал каждой нашей компании англоязычные сайты. Также специалисты фонда обучают бизнесменов нюансам ведения переговоров с иностранными партнерами. Еще фонд организовал конкурс «Лучший экспортер года» в 7 номинациях. Это промышленность, агропромышленность, логистика, информационные и IT-технологии и прорыв года. Победители получат денежные сертификаты на авиаперелеты и проживание в отелях. Георгий Запаров, Алан Суанов, Новости Осетии.